Ну что, перейдем к сфере, у нас был цикл такой, несколько теоретический, хотя тоже очень важный, я считаю. Сейчас перейдем к сфере практической политики, хотя все равно скатимся в теоретизирование. Никуда мы от этого не денемся, что называется. 28 ноября. Собор, как это называлось? Собор русских общин. Всемирный Русский Народный Собор. Народный собор, да. Собор русских общин, это я сейчас вспомнил. Рогозина, да. Конгресс русских общин. Да, Конгресс русских общин. А почему вспомнил? Потому что Белковский говорил о том, что Путин оговорился и назвал это Конгрессом. Путин в своем выступлении несколько раз назвал это Конгрессом. Конгресс, это Всемирный русский конгресс. Для него конгресс, собор, примерно одно и то же, да. 2 часа он излагал концепцию русской идентичности, что такое российская нация и так далее, и пришел к тому, что русский мир, то есть понятие русский, включает в себя всех россиян фактически, и не только россиян, но и украинцев и белорусов, а также другие не восточнославянские национальности, как в современной России, но это само собой, так и на бывшей территории Советского Союза и, внимание, Российской империи. То есть, ну ладно, о поляках и финнах мы сейчас говорить не будем, наверное. Хотя... Киргизы. А кыргызы не в Советском Союзе были. В Советском Союзе были, да. А вот тех, кто не был в Российской, те, кто были в Российской империи, не были в Советском Союзе, это поляки и финны, которых он тоже считает русским. Да, поляки и финны. Но ладно, бог с ними, с поляками и финнами, товарищ оговорился, хотя Тамбовский волк ему товарищ. Насколько нова эта идея, что русский это не существительное, а это прилагательное? Ну, русский волжанин, русский помор, русский татарин, русский дагестанец, русский грузин и русский азербайджанец, ну и так далее. Вы знаете, это очень странная концепция, она в какой-то степени уникальная, в том смысле, что действительно это прилагательное, чей русский, да, ну, известно, что там великороссы, малороссы, там, и так далее. То есть этноним, личный этноним практически не использовался как русский. Христианин использовался, крестьянин использовался, ну там по сословному принципу, да, по территориальному, как вы сказали, там, поволжец, там, татарин и так далее, помор тот же. А потом стала формироваться вот эта вот странная идея, с одной стороны, в Российской империи, но так как все-таки она была сословным образованием, и имперский принцип подразумевался, что, конечно, и другие народы могут существовать, да, и системы, и институты самоуправления, ну, в виде тех же духовных управлений, поместных церквей, там, ну, грузинская церковь была, да, там, нет, ну, грузинской церкви не было, не, она была ликвидирована. Ликвидирована при империи. При империи, да, она как раз таки ее возвратили уже после, в 18 году. А при империи она была полностью, так она не просто была ликвидирована. 5-е место грузинской церкви, которая в упоминаниях, да, ее заняла русская православная церковь и до сих пор. Она занимает 5-е место до сих пор. То есть практически все, что было в грузинской церкви, просто было взято и перенесено туда. Там был вообще маразм, потому что ликвидировалась же должность патриарха. То есть фактически там же Синод управлял. Да. Сталин возродил патриарха. Вплоть до служения на грузинском языке. Потому что у нас же нет древнегрузинского и новогрузинского. У нас фактически язык, ну, конечно же, менялся, любой язык меняется, это естественно, но то есть то, что вот служение в церкви обычно, если человек приходит и служит службу, он ее понимает. В отличие от церковнославянского, где там даже сознанием русского языка очень сложно, что ли, понять. Так вот, это тоже все фактически вплоть до того, что закрашивали фрески
старые, и вот там была очень жесткая политика русификации в церковном смысле. Да, я не знал, спасибо, что Там не просветили. Не называется. забалуешь, да. Ну так вот, эта идея о том, что мы единый народ, сначала вот эта вот единая общность, советский человек, была попытка, да, но при этом, мы тоже, по-моему, с вами обсуждали, Советский Союз пытался выстроить социалистические нации, то есть он ввел вот эти вот критерии: народность, нация, народ, значит, там, общность, ну, такая вот странная вся палитра была. У меня есть интересная книжка, называется примерно там, что-то описательная составляющая такая, что как менялись этнографические установки во времена Советского Союза. Вот, значит, как, во-первых, переходил переход от имперского этнографического, да, вот, состояния в советское время, при Сталине и при Брежневе. Вот. И просто видно было, как менялась методология и, значит, подходы и оценки к тому, что такое нация, вот, как бы внешний наблюдатель. Соответственно, я думаю, что Путин, просто будучи бесспорным чекистом, который ни хера ничего, ни в чем не разбирается, не соображает, в отличие от того же товарища Сталина. Как бы его не ругали, но все-таки Сталин погружался, да, там, бесспорно, и по языкознанию, как мы помним, он писал труды и все остальное, но этот человек много читал, разбирался, очень много вникал в суть. Путин не вникает, конечно, никуда и никак, то, что ему дают. Он читает, ну, в общем, известно, что он сидит плотно, что называется, на Ильине, философию, который не был русским, как известно, вообще был немец. Все, что интеллектуальное такое есть, в общем-то, с Германии приходило в Российскую империю, да и в Советский Союз в особенности. Вот. И идеи Ильина, ну, они на самом деле очень простые. То есть там нет никакой философской мысли, естественно, в России вообще практически не было философов. Но идея того, что нужна некая корпоративная модель, о чем, кстати говоря, Ильин говорил и восхищался Бенито Муссолини и поддерживал национал-социализм, как известно. Да. Они пришлись, видимо, ко двору и Путину, потому что Путин все-таки какое-то время провел в ГДР. Он увидел, что вот этот вот немецкий ордунг, его необходимо перенести на российскую почву. Но это не немецкий ордунг, когда вот как бы все по полочкам, да, а просто чекистский ордунг. И дальше они взялись за идеологию. Ведь КГБ, по большому счету, идеологией не занималась. КГБ занималась управлением, технологиями и как бы вот там, да, преследованием. Идеологией занимался товарищ Пономарев. Да, по сути, да. Ну и товарищ Суслов. Товарищ Суслов. Да. Все он разрабатывал, писал. Ну, то есть была какая-то генеральная линия. Когда все это развалилось, ведь вот эти все, я извиняюсь за выражение, кремлевские пердуны, они же через слово говорят про идеологию. Нам нужна идеология. Что такое идеология? Они говорят, патриотизм – это идеология. Но патриотизм – это не идеология. Не может быть идеологией, ну, некое чувство. Не может быть идеологией чувства там, любви к родине. Не может быть идеологией чувства любви к гранатовому соку. Это как бы очень бредово. Но они вот за это цепляются и, соответственно, выстраивают какую-то модель. Вот эта модель заключена в том, что все мы русские сейчас. Если помните, вот с началом вторжения России в Украину Путин выступил и сказал, что я лакец, я еврей, я татарин, я чеченец, я дагестанец. То есть Путин в себе самом собрал как бы вот. Это прекрасно, кстати говоря, описано ведь у Гоббса в «Левиафане». Да? Если помните, вот там у Гоббса вот эта вот книжка «Левиафан», и на фронтсписе вот картинка известная сейчас, да, что стоит этот Левиафан, в одной руке держит меч, а в другой там скипетр, то ли что-то, да. Так вот, тело этого монарха, оно состоит из маленьких физиономий. Всего тела, то, что называется бодиполитика на итальянском, да. Политическое тело, оно состоит из маленьких людей.
То есть он как бы формирует. Голова нет, голова своя, монаршая. Значит, Путин попытался эту модель, судя по всему, эту концепцию применить, что вот я один монарх, я левиафан бесспорный, а все вот эти вот маленькие головы — это разные национальности. Даргинцы, там, татары, чуваши, там, марийцы, грузины и все остальные. Да? Меня это поразило, потому что на самом деле это ведь попытка вот архаически туда закинуть удила. А вот уже на этом русском соборе он сказал, что мы все русские, а русофобия на самом деле направлена и против, и перечислил татары, якуты, там, 10 там, наций перечислил. То есть это попытка вот опять, что вас презирают и вас критикуют. Не потому, что вы, значит, подданные Путину, а потому что, дескать, это такая вот русофобия. Ну, например, я не видел, чтобы Запад выказывал русофобию, это вообще симулятор придуман. Во-вторых, значит, вот его идея о том, что Запад хочет вбить в клин и уничтожить нации, которые составляют единую русскую нацию, это тоже блеф, конечно, абсолютно. Но народ, ну как бы, как народ, скажем так, некое молчаливое большинство, вот этот вот silent multitude, множественность, она верит, наверное. Хотя сейчас уже, ну как сказать, к этому отношение очень такое. То есть мало кто Путина слушает по-настоящему. Потому что то, что Путин говорит, это противоречие в каждом тезисе. Одно противоречие другому. Я не исключаю, что те, кто ему пишут тексты, готовят, наверное, выстраивают как-то так логически, да? Как логический текст, вот тебе начало, вот тебе как бы такой вот призыв, и вот некий конец совершаешь. Потом, наверное, Путин приходит своей, так сказать, ручкой и начинает править, вписывать что-то свое. Да? Помните, как... Он этого не делал. Конечно, помните, как в этом «Приключении Простоквашино», или как оно называлось, да? Каждый там, значит, кот Матроскин подходил, письмо писал, значит, там... Пес, да, пес писал, там, и получалось, значит, вот что путинский текст такой получался про корову там, которая молоко не дает. Ахматость, говорит, у меня повысилась. Кроме болят так себе, то лапы болят, то хвост отваливается. Ну, ладно, повысилась. Вот примерно то же самое. Путин это, конечно, такой сам по себе мультяшный персонаж. Кстати говоря, я что подметил? Путин ведь, когда выступал на этом Русском народном соборе, он же выступал онлайн. Но картинка отчетливо была из фильма по мотивам книги от Джорджа Оруэлла 1984 «Большой брат». Помните, это классический фильм, когда огромные, значит, проекции вот этого большого брата, да, и сидят люди в таком в замерении таком и на него смотрят. Здесь то же самое. Бесспорно вышел большой брат, жив он, не жив, но как бы до сих пор люди спорят. Это не важно. Факт, это не важно. Вот мы и говорим, что он уже перешел в фазу то ли мультяшного, то ли как бы неживого. То есть вот это даже распадается. Вот эта вот плоскость, она распадается. И в этом смысле Путин действительно вот такой левиафан, в виртуальном теле которого находится все остальное. И я думаю, что это такой магический ход, потому что эти безумные чекисты, они же верят во все это сумасшествие, как известно, в дешевую такую черную магию очень примитивного разлива. И вот эта вот попытка сконструировать, значит, магический образ Владимира уже не красное солнышко, да, но что-то подобное. И, соответственно, нужен народ. То ли демос, то ли популус, я уж не знаю, как они там его называют, то ли множественность, но который должен раствориться в Путине. И все остальные народы тоже, соответственно. И отсюда, вот, кстати говоря, конечно, можно долго шутить, но это стало причиной агрессии Путина в Украину. Мы единый народ. Агрессия фактически Путина, Медведева в Грузию. Мы единый православный народ. То есть, когда надо использовать, здесь православный народ, здесь русский народ. Значит,
когда надо там условно в Сирию, да, что значит мы поддерживаем братский сирийский народ, у нас еще с советских времен. Мы наследники. Да, советского. И все остальное. Там. Монголия, так монголы вообще наши, что вы там спорите? Я тоже слышал от этих вот горлопанов о том, что Монголия, так что такое? Монголия вообще составная часть советского проекта. И так можно, а про Аляску, да, который пел там любимый певец Путина, Любе, значит, как-то там, песни Расторгуев, да, значит, эх, Екатерина, ты была не права. Ну, хотя известно, что не Екатерина продавала Аляску. Да, причем тут Екатерина непонятно, ну ладно. Ну, Екатерина, видимо, была не права вообще, в принципе. В принципе, да. Хотя я согласен с Расторгуевым, она была не права, потому что вот это то, что мы называем ордунг, так. на самом деле пришел в Россию. Петр I попытался, да, внедряться, но полноценно пришел в Россию уже при Екатерине. А вот, кстати, интересный момент. Они ведь до сих пор не могут определиться, что такое оптимальная модель российского политического строительства. Они говорят, вот там, значит, империя. Но разные люди говорят, значит, то ли это эпоха Николая I Палкина, то ли это эпоха Александра I, то ли это эпоха Екатерины. Но те, кто потупее, конечно, там постоянно на Николая II ссылаются, не понимают, чем он закончил, да. А Сталинская империя, ну, понятно, да. Но вот они ищут, значит, легитимность вот где-то там. Но из того, что это абсолютно тупое быдло, они не знают, за что схватиться. Не знают, за что схватиться. И Путин ведь то же самое. Поэтому, на мой взгляд, он вцепился в Ильина, потому что Ильин как бы вот он пролоббировал между всеми ними и как-то состряпал какую-то странную очень концепцию. Вот. Потому как, если вы помните, Гела, то Ельцин пытался восстановить, да, вот это вот 300-летие, значит, дома Романовых там праздновали. Он возродил все эти имперские символы. При Ельцине это было, и там, даже говорил, что вот мы наследники всего этого. Вот это, помните, с мощами они там носились. Ипатьевский дом что-то там пытались восстановить, где расстреляли семью Романовых. Но это все симулякр, он как бы так закончился. Ну, несерьезным симулякром. И вообще при Ельцине, я думаю, там был другой феномен. Ельцину нужна... Кто был главным врагом Ельцина? Главным врагом Ельцина были коммунисты. Коммунисты. И вот это при Ельцине было противопоставление, что мы белые, а не красные. Да. Продолжал гражданскую войну. Кстати, да. Там какая-то дихотомия была, ну, более или менее понятна, да. Более или менее понятно. Задача Ельцина была сломать этот конструкт советский, постсоветский, что он делал очень умело, кстати говоря. А Путин уже пришел. Знаете, я даже, вот, например, не сторонник того, что, дескать, это вот такой вот антагонизм Ельцин и Путин. Потому что поздний Ельцин, коллективный Ельцин, да, он шел к путинизму, бесспорно. Он шел к путинизму, вот, что давайте как бы вот восстанавливать это все, удержание власти и все остальное. Это уже началось при позднем Ельцине. Именно команда позднего Ельцина, Волошин, Сурков. Министр иностранных дел, министр, мой земляк знаменитый, Примаков. Угу. Ну, этим уже все сказано. То есть это уже апелляция к позднему Советскому Союзу и так далее. Но смотрите, да, что интересно тут. Смотрите, что интересно. Проблема была всегда в схемах. То есть плохие, хорошие. Вот почему они не могли взять Сталина еще? Не потому, что там определенные элиты были против в силу того, что они потомки там репрессированных и так далее. Нет. Главная причина была в том, что Сталин очень идеологичен. Как ни крути, да, можно сколько угодно золотой погон вешать на Сталина, он все равно коммунист, марксист, большевик и так далее. Все равно у него красный. Красную империю, эту идеологию они сейчас вернуть даже Путин не может. А что слепо? При Ельцине начались эти очень
такие судорожные попытки найти скрепу. Я даже помню весьма забавно, в 95-м году, по-моему, в России очень широко отмечался День космонавтики. То есть, и о чем говорили, что типа того вот ничего не осталось от прошлого, вот наша скрипа это Гагарин. Ну, конечно, это тоже смешно. А тут уже не смешно, потому что вот эти теоретизирования, вот эта теория, да, она ведь на практике грозит весьма... Вот, а чем она грозит на практике? Возьмем в качестве модели самый крупный, самый, ну не знаю насчет пассионарности, но очевидно, так как размер имеет значение, и пассионарных людей там достаточно много должно быть. Я имею в виду в данном случае татарских. Чем она грозит татар? Практически. Ну, как правило, исходя из того, что татары вторая по численности нация в России, да, и начиная с эпохи там Ивана Грозного, постоянно молот, значит, вот этого псевдомосковского величия, он, значит, обрушивается на голову татар. И волны христианизации, да, и попытка, значит, подчинить, и христианизировать, русифицировать. Да, они еще и не христиане к тому же. Они, да, ну, мусульмане, тюрки еще к тому же, более того, скажем прямо, как бы народ с имперским кодом, да, и все это с кодом как бы государственности, то есть вот, до сих пор как мечтают, огромная тысячелетняя история государственности, поэтому они никуда не денется. Не девается. И татары до последнего как бы сопротивлялись там, через федерализм. Вы помните это время прекрасно, да? Да, вот прекрасный федерализм, татары тут же в него вцепились и были главными как бы вот проводниками этой темы, федерализм и все такое. Разграничение полномочий, вот эти договор, который федеративный подписали с Татарстаном и с тогдашней Ичкерийской республикой. Потом всех причучили, но Татарстан как-то вот за счет своего влияния еще как-то пытался рыпаться. Но сейчас это достаточно тяжело. Наши перешли, скажем так, идею, а давайте немножко откажемся от политической субъектности в пользу экономического благополучия, то есть экономизмом заменили политическую составляющую, и как бы до поры до времени это там, скажем, работало, да, Татарстан там самый передовой регион, там все такое, инвестиции, инновации и прочее остальное. Но сейчас, когда началась война, и если вы богаты, ну, тогда мы будем доить вас больше. Если вымя у вас больше, значит, молока вы даете больше. Да? И оказалось, что быть бедным выгоднее в России, потому что с них и взятки гладкие, с них не спрашивают. А вы такие передовые, у вас административная система работает как в Сингапуре, тогда давайте один батальон, второй, третий, четвертый на войну. Что делают в Татарстане? Народ не хочет воевать. Татары не хотят воевать ни за какой русский мир. Тогда они приглашают с соседних регионов людей, платят им вот сейчас единовременно 600 тысяч рублей. Вот хорошая сумма. 600-700 тысяч рублей. Если там переводить на доллары, ну сейчас я не знаю какой курс, ну условно 8-7 тысяч долларов, да, единовременно. И тем самым говорят, ну вот мы собрали батальон новый, а какая разница, прописка там, здесь. Главное, мы результат выдаем. Но, как бы ни старались, но попытка Москвы окончательно сломать, задавить Татарстан и татарский мир, потому что они понимают, за татарским миром стоят все остальные народы, да, выстраиваются просто. Они так и говорят, представители этих народов, вы как бы давайте вперед, а мы как бы вас будем поддерживать. Означает на деле что? Ликвидацию национальных школ, запрет национальных языков, значит, фактическую отмену национального самосознания. Ну, сейчас, скажу открыто, доходит до того, что снимают театральные постановки, ищут там идеологическую крамолу. Даже доходит до того, что театральные постановки, которые шли в Советском Союзе, там не находили вот эти вот комсомольцы и прочие инструктора обкома, рескома ничего плохого, то нынешние
вот эти вот путинские щеглы, они там что-то находят. Запрещают книги, это уже как бы очевидно, даже исторически. Например, уже по факту запрещено изучение джадидов движения. Было такое широкое движение. Да, джадидизм, обновленчество, которое повлияло не только на тюркский мир, но и на исламский. Он как бы исходил из Казани. Обновления, ну, по сути, реформация. Вот. Сейчас все это прекращается. И самое опасное, что прекращается воспроизводство национальной интеллигенции. Как мы с вами определили, без национальной интеллигенции нация, ну, как бы это аморфность. Просто аморфность. Ведь нация, интеллигенция приходит и говорит, вот, вы такая нация, у вас такая культура, значит, вы вот такие великие, вот то-то надо делать. Без головы, что называется, без компаса, вот эта множественность, это магическое тело, оно как бы не в состоянии жить и существовать, на мой взгляд. Просто Франкенштейн какой-то получается. Ну и вот и задача Путина, ведь у них в голове сидит еще какой страх. Страх развала страны. Они через каждое слово, и путинское вот это выступление тоже было в этом ключе, сепаратизм, нас хотят развалить. Кто главный разваливающий? Национально-освободительная борьба. Да. Да, вот это вообще, да. А кто самый главный? Развальщик. Да, это, значит, татары, ну и чеченцы. Война. Все, вот, значит, давайте их давить. Как и было, вы тоже помните. Да, не давить. В данном случае я не думаю, что давить. Я думаю, давайте их сделаем русскими. Это главное. Да, вот, это хорошее. Что нужно сделать русскими. Потому что если татар сделаешь русскими и сделаешь русскими чеченцев, то остальных уже не так сложно, уже легко. И в этом, кстати говоря, да, прекрасно. Я, кстати говоря, не хочу, конечно, подкидывать им идею, но не понимаю, почему до сих пор они ее не взяли на вооружение, а поднять флаг служилых татар. Служилые Мурзы, начиная от Кутузова, там, да, Шереметьево и так далее. Слишком узко, слишком узко, ну да, служилые татары, и что? Ну да. Хотя они и так все служат, да? Да. Значит, все наши элиты. Я думаю, нет, просто это можно поднять, но в данном случае не подействует это. Но здесь есть другая угроза. Я уверен, что из татар русских не сделают. Но есть другая угроза. Я имею в виду, вообще зачем нужна интеллигенция? Это в российском понимании то, что называется интеллектуальная элита страны, для того, чтобы, в общем-то, формировать смыслы и образы будущего народа. И вот в этом плане, вот сейчас я хочу как раз таки перейти к тому, давайте прямо скажем, вы один из тех, не потому что я хочу там что-нибудь приятное сказать и так далее, на которого, в общем-то, возложена эта миссия, судьба возложилась, Всевышний там так сложилось, это уже именно по формированию смыслов и образов будущего, да, татарского народа. Получается так, потому что, и таких, как вы, правда, не было. Вот реально. Кроме всего прочего, вы обладаете творческой свободой в данном случае, так как просто не находитесь там. Просто свободой обладаю. Даже можно сказать, просто свободой. И просто свободой обладаете, но этот момент, то, что вы не там, это не ограничивает вас чисто физически еще. Вот в этом плане хотелось бы услышать, что такое вот это новое, в вашем понимании новое. Это, я понимаю, что, сейчас я же задаю вопрос, вот глобальный абсолютно, это вопрос даже не на диссертацию, это вопрос на жизнь. Тем не менее, в двух словах, как идет формирование татарской национальной модели вот в этом образе будущего? Спасибо, Гела, это очень хороший вопрос, своевременный. И, в общем-то, правильно поставленный вопрос, как известно, половина ответа. Действительно, мы подошли к такому рубежу, я имею в виду татарскую нацию, интеллектуальную элиту, как вы отметили, к вопросу о том, что нам делать, как нам быть.
С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что внутри Татарстана очень тяжело интеллектуально что-то делать, да, это, под микроскопом все рассматривают соответствующие службы. С другой стороны, я, например, лично сделал ставку на такую составляющую, как модель, во-первых, Татарстан 5, а во-вторых, Татарстан статичный и Татарстан динамичный. То есть статичный Татарстан – это непосредственно Татарстан, татарская общность, которая находится в России. А динамичный Татарстан – это татарская диаспора, которая должна влиять активным образом на статичный Татарстан до поры до времени, подкачивать его до тех пор, пока как бы вся эта система не ввергнется внутрь себя, то есть не гикнется. Соответственно, задача татарской диаспоры, а татары все-таки диаспоральный народ, один из крупнейших диаспоральных народов, должны взять на себя эту ответственность, обязательства и стать тем самым политическим телом, которое заменяет вот этот вот пока спящий или выжидающий статичный Татарстан. Я как бы вот общаюсь с многими людьми, понятно, с татарами, которые везде разбросаны, и в Штатах, и в Канаде, и в Европе, и в Турции, естественно. Проблема следующего характера. С одной стороны, очень много умных людей, деятельных, а с другой стороны, нету, скажем, того ресурса, который есть, например, у кавказских народов, у чеченцев, прежде всего. Это фактор пассионарности этнической и фактор вот слаженности внутренней. Да. То есть они более вот слажены. А татары в этом смысле более как бы вот расслаблены, более творческие и более атомизированы. Здесь как бы каждый вот может считать себя там лидером. Это хорошо. Это и хорошо, и плохо. Может, категории здесь не совсем такие. Правильно, я скажу, что это данность, с которой приходится работать, учитывать. И, видимо, нужно вот какую-то оптимизацию создать для того, чтобы вот найти какой-то оптимус для вот построения нового чего-то. Но это сложно в том смысле, что надо вот нащупывать еще. Нащупывать, потому что те проекты, которые были там, даже в 90-х, они уже не работают, и да, методология уже не работает, да, потому что есть поколение уже выросло новое, очень много, ну, в отличие, например, от кавказцев, опять-таки, все же познается сравнение, очень сильно либерализовано, то есть по европейскому западному образцу. То есть те скрепы, которые, например, работают для наших дорогих сестер и братьев с Кавказа, будь то ислам, традиционное патриархальное общество, здесь не работает. Ну, я сам сталкивался с этим. Мне говорили, о, ты вот этих критикуешь, этих критикуешь. Ну, так вот, Рустам, там, так не очень хорошо, да. То есть нет вот такой вот общей базы. Есть некая база, что мы некий народ там единый, вот язык. Ну да. Но язык не скрепляет, я имею в виду, более тесно. Потому что и те, кто оппонирует нам, тоже разговаривают на нашем языке. Но это не значит, что они входят в нашу идеологическую форму. И, собственно говоря, сейчас, я думаю, есть преимущество, о котором вы сказали. Это преимущество заключается в том, что мы живем в информационном обществе, постиндустриальном. И действительно, физическое нахождение где-то не ограничивает себя. Напротив, вот в нашем случае оно дает преимущество. То есть я даже могу вот сидеть в одном кабинете, никуда не высовываться, но при этом коммуницировать с большим миром, с татарским миром, там, условно говоря, проводить какие-то беседы, читать лекции, выступать и объяснять и все остальное. И это куда как лучше, если бы я носился, например, Челябинск, Омск там, и так далее. Да, ну, встречался бы там с 50, ну, сотни татар. Значит, КПД, коэффициент полезного действия, куда как выше сейчас. И самое главное, что нужно делать, так как, ну, мы с вами коллеги по историческому цеху, татары очень сильно как бы озабочены своим историческим самосознанием, вот через историю очень много проходит. Я столкнулся с тем, что очень многие татары, особенно после агрессии России против Украины, естественно, стали искать идентичность. До этого где-то они жили, там, условно,
во Франции. Ну, как бы, да, татарин там по паспорту. А сейчас, потом это обострилось, да, я не тот, я не русский, я не агрессор, а я вот представитель татарского народа, который тоже угнетаем, который был завоеван. А дальше оказывается, что идентичность-то надо развивать, ее внутренне надо объяснять. Надо знать историю, потому что история важнейший элемент, естественно, национального самосознания. И вот здесь как бы поле широчайшее. Поле широчайшее, потому что оказалось, что история это сложная у нас. Кто мы вообще? Татары, кто-то говорит, мы булгары вообще, кто-то говорит, мы тюрки. Значит, а давайте не будем. И все остальное там, значит, разделять. А кто-то говорит, нет, давайте будем разделять. И все остальное. А простой человек, историки-то не могут прийти к общему знаменателю в этом вопросе, что понятно. Простой человек теряется. Соответственно, одна из задач – это создание достаточно понятного, как вы сказали, образа прошлого, образа, ну, через анализ настоящего, дальше образ будущего. Образ будущего я вижу вот в том, что я разработал концепцию Татарстан-5, кулак Татарстан, так называемый, да, это Татарстан вот в нынешних границах, это там исторический ареал проживания татар в Поволжье, это, собственно, диаспора новая, это диаспора старая, и это пространство воздействия татарского логоса, как говорится, на какую-то часть евразийского континента. Это вот как бы 5 составляющих, 5 колец сатурновых, которые как бы взаимодействуют, и каждый из которых нужно обрабатывать, прочищать, желательно не спиртом техническим, и заставлять работать, скажем так. Заставлять работать. Но это требует больших усилий, понимания и всего остального. Как-то так. Как идет, да, понятно, вот как идет, вот в данном случае интересна методология процесса, как идет сам процесс. Понятно, что это может быть фундаментальный труд, это может быть какая-то статья, но в конечном итоге это может быть и вот подобный разговор. Конечно. Конечно. И мы на этой неделе беседовали с Русланом Путаевым, там, ну, примерно аналогичные проблемы. Понятно, кстати, вот сейчас, да не обидятся на меня другие народы России, я всех люблю, но действительно чеченцы и татары являются в данном случае ключевыми игроками на этом политическом, геополитическом поле большом. И те же проблемы и так далее. Может быть, имеет смысл проводить. Я понимаю, что при ограниченности ресурсов и так далее невозможно проводить конференции, например, очень часто такие физические случаи. Может, имеет смысл проводить такие беседы групповые, скажем так, беседы. Пожалуйста, вот в данном случае этот канал предоставляет все возможности. Если соберемся, ну, вебинары, то, что называется практика вебинаров, это можно делать едва ли не каждый месяц. Убирать. Была бы тема, а тема есть. Тем есть, согласен, да, вот буквально вчера, ну даже на момент нашего с вами разговора, вот ночью, чисто, так сказать, физически, вот в этот день, в который мы с вами разговариваем, мне вот тоже предложили наши друзья чеченцы поучаствовать, вот они проводят там, создали комитет народов, северокавказских народов, да, привлекают вот представителей различных национальностей, но я, понятно, не к Кавказу отношусь, но вот они просят, чтобы я поделился своими теоретическими и практическими какими-то наработками. То есть этот процесс идет, он правильный абсолютно. Я считаю, что это и есть, вот что такое общность, да, это общение, прежде всего. Комьюнити – это коммуникация. Ну, базовые вещи, но мы прекрасно понимаем. Опять-таки, как говорила Ханна Аренд, что язык является частью политического формирования. То есть мы вырабатываем общеполитический понятийный язык, через этот язык входим, взаимодействуем. У нас есть политическая задача, мы как бы убираем в сторону все остальные обиды, которые, конечно, есть там между соседями. Что, это естественно, и Москва не дремлет, да, всячески как бы подкидывает дровишки. Но двигаться в этом направлении необходимо. Плюс ко всему, вот сейчас есть у многих уже понимание, что
поодиночке мы не выстоим и поодиночке мы не сможем сопротивляться. Сопротивляться, конечно, можно, но сопротивляться без особых перспектив, скажем, да, на победу. Потому что, ну, как говорил, конечно, там товарищ Ленин незабвенный, брось идти вместе бить. Да, есть у каждого как бы своя задача, но в точке мы должны понимать, что мы должны действовать вместе, вот, конкретно в вопросе борьбы. Ведь в этом плане Москва преуспела очень серьезно. Давид et impero, все-таки имперский принцип никуда не делся. Разделяй и контролируй. Разделяй и контролируй. Ну, создавай симулякры. Ну, как это было, например, и до сих пор есть в Татарстане. Например, есть известный у татар кряшины, то есть это крещенные татары, их немного, несколько десятков тысяч. Их пытались как бы вытащить из тела татарского народа, да, и создать как отдельную нацию. Не получилось. Поэтому создали специальную организацию, крещенные, якобы новокрещенные татары. Во главе его поставили одну девушку, там, Динара Бухарова, муж которой официально является офицером ФСБ. Официально. То есть они... Новокрещенные. То есть это не кряшеные, это... Это не кряшины. Это не кряшины. Это те татары, которые сейчас... Это якобы, которые, да, крестились, там, понятно, что Филькина группа там, с Филькиной грамотой, никого у них нет, но шум они создают очень большой. Потому что, если, вот по моему опыту я могу сказать, если мы говорим о кряшинах, ну, вот мои преподаватели, это кряшин, больших патриотов Татарстана, ну, сложно было встретить и более глубокого Фокин. Знал всего Тукая наизусть, он его цитировал на всех языках, которые владел, то есть это был патриот, вырвать их из тела татарского народа невозможно абсолютно. У них и не получилось, потому что в какой-то момент они поняли, даже вот те подготовленные люди, что они никому не нужны, потому что их начали заставлять записываться русскими, например. То есть они поняли, что они сейчас, как кряшеные, отойдут в отдельный типа субэтнос, а дальше просто их кинут. Как кинули, кстати говоря, значит, представителей другой субэтнической группы, которые тоже являются крещенными, в Челябинске, в Челябинской области. Татары, да, там есть вот субэтническая группа, ну, где вот эти вот города, поселки Париж, там Бордо, вот эти, знаете, да, известны. Свой Париж у них там есть, свой Бордо, но это вторая там, первая, вторая конница, которая участвовала вот в захвате Парижа после наполеонские войны. Что сделала? Москва наобещала им много чего, сказала, что вы отделитесь отдельно. Они это казаки татарские, то есть у них одежда такая, все такое, значит, это воинское сословие, как ни шари. И, ну, язык татарский у них, но они православные, большая часть. Все это закончилось тем, что им наобещали с гору всего, значит, малыми народами в России признаются группы этнические, которые 50 тысяч, не превышают 50 тысяч человек. Ну, в конечном итоге они записались как отдельный народ, а Москва в этом активно, естественно, помогала, а дальше их кинули. Дальше их кинули, когда я с ними разговаривал, не только я, и остальные. Ну что же вы, ну вот, понимаешь, кинули нас, теперь мы им не нужны. Апеллировать к Татарстану, отдайте денег, а все к этому сводится в конечном итоге. Построить там какой-то храм, церковь, дорогу провести местные власти не дают. Все обращаются к Татарстану. Уже невозможно. То есть они это делают, конечно, Москва пытается это делать, в общем-то здесь ничего удивительного нет. Это вопрос о едином политическом теле. И весь вопрос, стали ли мы политической нацией или нет. Вот мы тоже с вами провели там, на мой взгляд, прекрасную беседу относительно политических наций. Что такое политическая нация, прежде всего? Татары, наверное, да, являются политической нацией, потому что они строят и ставят политические задачи. Задача политическая, главное, это обретение собственного государства
И, соответственно, собственно, цивилизационный лик, да, присутствует, и этот лик они хотят сохранить. Но, опять-таки, если, возвращаясь к тому, что концепция «я есть русский, и все вы есть русские» восторжествует, тогда будет очень сложно. Тогда будет очень сложно, потому что вот этих линий разломов, эти линии разлома, они будут, ну, скажем так, уходить. Они будут стягиваться в какое-то единство, потому как села и национальные очаги уничтожаются. Да, они воспроизводили как раз интеллигенцию и культуру, да, ну, как понятно, Гвидо фон Лис, то есть это еще и немецкая концепция, что сельская местность, да, тоже формирует то, что называется фольк-культур. Всего этого уже практически сейчас нет. Но, опять-таки, возвращаясь ко всему нами сказанному, информационное общество и дает эту возможность. Да, ты можешь язык изучать, и культуру, и фильмы смотреть там, и с людьми общаться. Этого создавать. Да. Создавать, да. Нет, вот по поводу образа будущего государства, это большая тема, я боюсь, что мы уже не успеем, а я спрошу вот про о чем. Кроме образов будущего есть еще и ресурсная составляющая. И этот ресурс я лично видел в конец 91-го, начало 92-го года на площади Свободы. Так или иначе, даже когда все схлопывается империя, необходима определенная часть, назовем их радикалами, которые способны творить вот из этого образа, из этих образов и смыслов, которые уже сформированы, они должны быть сформированы так или иначе. Не обязательно они должны быть одинаковыми у всех, могут быть разные точки зрения, но так или иначе, которые будут воплощать на практику. Как сегодня с этим? С этим, конечно, немного есть сложности. Объясняю, что то поколение людей, это особое поколение людей, которых вы видели, да, это особо экзистенциальные люди, очень идейные, как бы с определенной закалкой, прошли очень много, кто-то еще там при Сталине родился, да, там родители репрессировали, ну, как бы они с низов вышли, вот, там добились каких-то высот в научной сфере, там, политической, там, и в прочих. Это поколение, как бы, оно уходит, практически ушло. Соответственно, новая генерация политических деятелей, действительно радикалов, то есть людей центра, да, людей корня, оно формируется сейчас. Но сложность заключается в том, что вот этот образ будущего, он плохо сформулирован. Тогда вот конкретно была республика, мы боремся за статус республики, вот все понятно достаточно. Сейчас, особенно для людей миграции, это очень странно. То есть я вот просматриваю, вот пришел Дудь, да, сделал интервью с певицей Айгель, ну, вот совсем недавно. Тоже Гайсина, кстати, из нашего общего, скажем, большого рода. Но я послушал их, и он задает вопрос, что татары вот так вот беспокоятся за свой язык? Что у вас там происходит, спрашивает Дудь. Ну, в своей этой манере. Да. Я смотрю, что как бы сформулировать вот точно достаточно тяжело людям. Ну, они творческие там. Что татары сидели в Берлине? Они все-таки не занимаются политическим дискурсом. Они люди творческие. И они начинают как бы творчески все это объяснять. Я понимаю вот в этот момент, что именно нужен политический теоретик. Вот в таких вопросах нужен политический теоретик, который скажет, вот для этого нужно. Творческий человек может как бы и не знать, он может громодить, да. Это как бы и не его задача прямая. Вот. И поэтому образ будущего, вот он такой расплывчатый. Вот будет у нас независимый Татарстан. Я говорю, хорошо, вот новая историческая ситуация, и политическая, новая. Соответственно, прежние правила, они не играют. Вот татар мы знаем, как загнали в этот Татарстан, и основная масса татар, то есть вот
то, что называется этническая масса, она осталась за пределами Татарстана. Ну, я сам родился, например, в Ульяновске. И вот по кайме Татарстана проживают татары. То есть за пределами Татарстана проживает более 70%. Я говорю, если будет новая историческая ситуация, то мы должны говорить о новом Татарстане, в том числе и граничном. Да, там может возникнуть вопрос с соседями, но это надо обсуждать уже сейчас. То ли это конфедеративный Татарстан, который как бы вот айкумены выхватываются, и они создают конфедерацию, конфедеративный Татарстан. Тоже вариант. Ну, понятно, что без политического инжиниринга до этого мало кто дойдет. Вот. И поэтому теряется возможность. А когда есть конкретная цель, вот конкретно, мы к этому идем, и мы в этом направлении работаем. Тогда эта генерация людей будет появляться. Пока что все это выражено в форме таких всполохов. Мы, бедные татары, в 1552 году нас захватили. Я все это понимаю, но я не сторонник педалирования темы, которая случилась 500 лет назад практически. На травме вот сейчас уже выстраивать не надо. Я с вами согласен, надо выстраивать на образы прямого будущего. Более того, когда мы говорим о падении Казанского ханства, мы почему-то не говорим о том, что последствия других ханств были: Астраханское, Сибирское, в конце концов Касимовское, Крымское, там, Ногайское. Понятно, что они уже сами как этнические, как этносы. Но суть-то не в этом, а в том, что мы должны говорить о неком единстве. Потому что это было единое тело, в свое время единое пространство. Территориально раздробленное, ну вот так вот получилось. Вот. Соответственно, ну вот здесь много проблем, которые кажутся со стороны немножко теоретически как бы изощренными, но вот без этого политическую модель, конструкцию выстроить невозможно. Ну вот честно. То есть должен прийти какой-то Алия Изыкбегович, условно говоря, да, интеллектуал с шарфиком таким, да, вот, и как бы вот объяснить и даже в какой-то момент это все возглавить. А если, условно говоря, я не верю в сакральную сущность нации, которая там как-то вот каким-то образом там собирается, решает, ну, если говорить о образе Сакра Демоса, то это полис. Полис – это небольшая группа, вот они решают. Когда у тебя там под 10 миллионов человек, как они выдвинут единое мнение, единый подход. Поэтому вот проблем, к сожалению, теоретических много. Может, мне они так кажутся, да, большими и сложно реализуемыми, но... Нет, они большие, а куда от них денешься, все равно решать надо. В том-то и дело, да, потому что, я говорю, многие очень упрощают, и я их не обвиняю, потому что это не их задача. Это не их задача. Каждый трудится, там, журналисты, певцы, писатели, там, какие-то бизнесмены, они своим пользуются. Они не обязаны влезать во все эти сложности. И им даже кажется, что мы немножко усложняем постоянно, да. Как у Тургенева, помните, только Аркадий, не говори красиво. Ну, я часто это слышу. Руслан, ну так сложно все. Вот, ну ничего нельзя, что ли, упростить. Мы как-то приехали с нашим большим другом, большим историком Дамиром Исхаковым в Екатеринбург. Там у нас была лекция, и нас позвал один татарский бизнесмен, ну, достаточно богатый, такой ресторан. И говорит: слушайте, вот все это прекрасно, но неужто нельзя взять вот такую книжечку написать по истории? Я готов проспонсировать. Ну невозможно. Здесь вот 7 тонн. Ну, говорит, понятно, тогда он не может. То есть, я понимаю и его запрос внутренний, что это необходимо. Но с другой стороны... 7 томов читать историю татарского народа, хотя, кстати, как вы к самому этому труду относитесь? Ну, я считаю, что это большое дело, конечно, так как это коллективный, скажем, да, коллективный труд, простому человеку его не осилить, но я считаю, что это достижение татарского народа бесспорно, потому что методологически все-таки смогли связать историю, начиная от эпохи Сюнну, ну, Хунну, то, что называют, да, до фактически вот начала 90-х годов. Ну, это уже политическая история, там, когда она там не прописана.
Но это все равно методологически важная работа была. Показать преемственность, вот начиная от Сюнну, тюркский каганат, там, значит, Чингисхана, Золотая Орда, дальше ханство и все остальное. Но я согласен, что 7 томов читать невозможно. Я сам их не читал, скажу вам честно. Не, я читал эти отрывки, то есть интересующий период, что называется. Да. Ну, оно, кстати, это очень важно, да, вот, например, вы занимаетесь этим периодом, берете, выхватываете, прекрасно понимаете, что там как бы стройность есть. Но все равно я считаю, что вот мы с одним моим другом делали проект, значит, видеопроект по истории татар. Там не только татар, там и про черкесов было, потом уже впоследствии. Под сотню, по-моему, выпусков было. И они заходили просто вот сотни тысяч просмотров. Нас благодарили. А это вот простое изложение в 15-20 минут какого-то периода. Например, эпоха христианизации татар. Как это происходило? Екатерина и татары. Как это происходило? Ну, наглядно, и людям нравилось, потому что вот во всем этом, в этих джунглях не разберешься. Я понял, что, ну, где-то, да, конечно, для большого количества людей, выразимся как бы не очень культурно, для масс, но упрощать необходимо. Но мы, для нас с вами, мы упрощать не можем. Друг для друга. Еще раз, это наше с вами для масс звучит несколько, может быть, свысока, но дело не в этом. Дело в том, что, ну, вот, например, я являюсь абсолютной массой, например, в квантовой физике. То есть, да. В моем восприятии квантовой физики, она абсолютно на уровне даже не дилетанта, а еще, ну да, дилетанта. Поэтому, но необходимы четко поставленные политические цели, понятные большинству субъектов, которые будут участвовать в реализации этих целей. Давайте так скажем. Ну так, да. Подписываюсь. Не хочется вас отпускать, но придется продолжим. Обязательно продолжим этот разговор. Спасибо. Огромное спасибо за очень интересную беседу и большое спасибо всем друзьям, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.